Это программа «Актуальное интервью», в студии Юрий Осипов. Здравствуйте. Служба государственной экспертизы Республики Саха-Якутия – одно из ключевых структурных подразделений Министерства строительства Республики. Текущий год для учреждения является юбилейным. Каковы результаты деятельности за 35 лет существования? Об этом и о задачах на перспективу мы сегодня поговорим. Гостья у нас в студии Вера Кузакова, начальник управления государственной экспертизы, проектной документации и результатов инженерных изысканий в строительстве Республики. Вера Алексеевна, здравствуйте. Добрый день. Ну и прежде всего расскажите, какую функцию выполняет управление госэкспертизы в строительном комплексе Якутии? Ну, если говорить о функции госэкспертизы, надо обратиться к истории. Но в России системная работа по организации контроля качества за строительством и проектированием, оно было связано с великим человеком, это Петром Великим, который своим указом еще была организована такая структура, как канцелярия от строения еще в 1721 году. Она занималась как раз рассмотрениями проектных решений и осуществляла надзор за строительством объектом. То есть вот функции госэкспертизы было положено в России именно с этого момента. За весь, конечно, период структура и экспертизы преобразования очень много было, но основным существенным нормативным документом было это постановление Совета министров РСФСР от 20 сентября 1987 года, в соответствии с которым было организовано Главное управление государственной вневедомственной экспертизы при Госстрое РСФСР. И вот позже уже, в декабре 1988 года, была аналогичная структура создана в Республике Саха-Якутия. И вот от этого мы идем отсчет. Хочу сказать, если говорить о функциях, то функции экспертизы постоянно корректировались в соответствии с задачами, поставленными государством. Если вспомнить начало 1988 год, это переходный период, переход от плановой экономики в рыночные отношения. И в тот период у инвесторов бытовал такой лозунг: «Все, что не запрещено законом, все дозволено». И вот в тот момент как раз были очень много объекты и проектировались с нарушениями, и было осуществлялось строительство и так далее. Было очень много построено незавершенного строительства, которое государство потом выправляло эту ситуацию. Поэтому вот функции, они были разные. Сначала мы выполняли функции, и вот в этот период это рассматривали бизнес-планы, инвестиционные проекты, проекты по градостроительству и так далее. Все эти функции вот эти выполнялись. Сегодня мы выполняем функции. Основная эта функция – это экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий. Ну и раз уж мы заговорили об истории, расскажите, какие успехи были достигнуты вот с 1988 года, то есть за 35 лет существования? Ну, 35 лет – это, конечно, немалый период. После создания органов госэкспертизы эти органы были созданы во всех субъектах, в том числе и главная государственная госэкспертиза на сегодняшней Российской Федерации. Значит, как я уже сказала, законодательство не было подготовлено именно к существованию этого органа. Мы преодолели путь от нормоконтроля, так называемые, были приняты основные нормативные документы по нашей деятельности. Это и основным документом это градостроительный кодекс, который был принят в 2005 году. И вот только этим нормативным документом деятельность госэкспертизы была встроена в законодательную основу. Были определены задачи, предмет определен, и уже функции конкретно были распределены полномочия между федеральными структурами и субъектовыми органами госэкспертизы. Поэтому сейчас у нас определена жесткая, четкая деятельность.
К успехам необходимо отнести это переход от бумажного документооборота в электронный документооборот. Мы сегодня осуществляем деятельность только в электронном документообороте. Проектную документацию принимаем в электронном виде. Это переход на электронный вид, это ускоряет процесс, позволяет взаимодействовать между проектными организациями и нашими экспертами. Но я не буду говорить о цифрах, потому что мы каждый год выполняли государственные поручения, государственные задания. А как вы бы оценили то внимание, которое уделяется сегодня госэкспертизе в строительстве? Ну, оценить внимание – это в первую очередь это доверие. Это доверие государства, поскольку только при наличии положительного заключения государственной экспертизы любой застройщик или государственный заказчик, это все профильные министерства, имеют право подать заявление и участвовать в национальных проектах. Это доверие и финансирование. И какие задачи сегодня стоят перед ведомством? Перед ведомством стоит, во-первых, отрасль строительства переходит на цифровизацию. Это курс выбран, стратегия принята как у нас в республике, так и в Российской Федерации. Поэтому наша задача сегодня внедрять другие направления. Мы, кроме экспертизы проектной документации, мы сегодня уже внедрились это в процесс строительства. Мы проводим экспертное сопровождение в процессе строительства. То есть проект меняется, вносятся изменения. И чтобы не останавливать стройку, мы плавно встроены в эту структуру. С 1 сентября этого года теперь нас направили и будем осуществлять экспертное сопровождение в процессе проектирования. То есть госэкспертизу встроили во все жизненные пути. Мы будем участвовать, помогать проектным организациям при проектировании, саму экспертизу проекта и в процессе строительства. Поэтому задача у нас очень большая. Совместно со всем строительным комплексом мы должны в цифровые платформы войти, которые строительство будет располагать. Ну и расскажите о том, как обозначаются границы ответственности региональной службы и как заходят на республику с федеральной экспертизой. Ну, я, как я уже сказала, что градостроительным кодексом определены все полномочия, разграничены. Главгосэкспертиза Российской Федерации рассматривает проекты это особо важных объектов, технически сложных, объекты промышленного производства, связанные с безопасностью. Значит, все объекты социально-культурного назначения, социального значения, жилые дома в том числе, которые строятся за счет бюджета любого уровня, и федерального, и республиканского, и местного бюджета, проектная документация рассматривается субъектовыми экспертизами, находящими на территории, на которой будет строиться тот или иной объект. Ну и на ваш взгляд, какова роль госэкспертизы в будущем в строительстве? Ну, я уже сказала, вектор направления в строе выстроен, поэтому роль госэкспертизы – это участвовать, быть помощником. То есть мы переходим от нормоконтроля, который мы вот осуществляли много лет, это соответствует и не соответствует, то сегодня нас встраивают во все жизненные пути, то есть мы будем как партнерами и проектных организаций, и подрядных организаций, значит, и осуществлять консультации и проводить экспертизы тех или иных решений, то есть отдельных решений, не в целом проект, отдельных даже решений. Ну и в завершение расскажите, какие результаты ожидаете к завершению этого года и о планах вашего учреждения
на следующий год? Ну, в этом году, конечно, какие планы? Уже осталось совсем немножко, поэтому завершить рассмотреть те проекты, которые у нас сегодня находятся, поскольку и подрядные организации, и проектные организации ждут наше заключение, потому что год завершается, финансовый год завершается, надо осуществлять оплату подрядным организациям, поэтому завершить, конечно, максимально завершить ту работу, которая у нас имеется. Ну, а планы на следующий год или, говорится, на последующие, это в первую очередь развиваться, конечно. Мы способны развиваться, команда у нас сильная, состоит из экспертов, которые имеют очень большой опыт работы в проектировании и в инженерных изысканиях. Экспертам предъявлена очень высокая планка профессионализма. Это аттестация Министерства строительства Российской Федерации, мы аттестовываемся. И, конечно, это развиваться, предлагать другие услуги, расширять услуги для того, чтобы быстрее проектировать и быстрее передавать проектную документацию в стройку. Ну и говоря о команде, что за специалисты работают у вас в ведомстве? Ну, вот я уже сказала, что у нас, во-первых, эксперты, которые имеют большой опыт работы в проектировании. У нас есть эксперты, которые даже в госэкспертизе отработали уже более 20 лет. Есть предъявлены требования, это аттестация в первую очередь. Только аттестованные эксперты имеют право подписывать заключение государственной экспертизы. И есть у нас в команде и молодые специалисты, которые имеют тоже достаточно хороший опыт в проектировании, в 3D-моделировании или в 3D-проектировании, то есть объемное проектирование. То, что, вот как я раз говорю, о том, что строительный комплекс поставлен на цифровизацию. Поэтому есть у нас и ветераны, есть у нас и молодежь с большим опытом работы. И вот говоря о молодежи, насколько охотно к вам идет молодежь? Вы знаете, идет молодежь, она, может быть, и больше было, но у нас требования – это опыт работы не менее 50 лет в проектных институтах. Молодежь идет и с удовольствием работают. Команда у нас постоянная, смена кадров практически не отмечается. Я считаю, что это благодаря тому, что у нас существует благоприятный период, благоприятная обстановка в экспертизе. Конечно, мы и о молодежи заботимся, и увлекаем их в работу. Что ж, Вера Алексеевна, спасибо вам за эту интересную беседу. Желаем вашему ведомству дальнейших успехов. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Увидимся в эфире.